Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Нерюнгри закрыли частную клинику «Гастроскан», принадлежавшей ООО «Комфорт». Работники прокуратуры установили, что у нее просто нет лицензии на осуществление медицинской деятельности. Возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. Также 3 лица привлечены к дисциплинарной ответственности. А в Удачном оштрафовали фармацевта, который продавала препарат ибуклин без рецепта. Он содержит ибупрофен и парацетамол и предназначен для детей, но только по рецепту. Постановление суда по делу о административном правонарушении в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано сторонами. За прошедшую неделю зарегистрировано 6 различных эпизодов мошенничества. В МВД отмечает, что все номера, с которых звонили злоумышленники, зарегистрированы в других регионах. Так, 23-летняя жительница Якутска разместила объявление о продаже холодильника по цене 7 тысяч рублей на сайте Авито. На следующий день ей позвонил покупатель и сказал, что желает приобрести товар. Однако ему нужна будет квитанция, так как деньги отправляются со счета организации. Потерпевшая направилась в один из торговых центров города, продиктовав злоумышленнику все номера своих банковских карт и коды, расположенные на оборотной стороне карт. Потом злоумышленник сообщил, что случайно перевел на ее счет 700 тысяч рублей, ошибившись при отправке на 2 нуля. Поверив ему, потерпевшая отправила 100 тысяч рублей на его номер через терминал. Позже с ее карты были сняты еще 64 тысячи, так как она привязала его номер в качестве мобильного банка. После чего потенциальный покупатель перестал выходить на связь. Уважаемые якутяне, не попадайтесь на различные уловки мошенников. Никогда не передавайте ваши личные данные для доступа к вашим банковским картам. Никому не сообщайте пин-код, трехзначный код на обороте карты или СМС-пароль для подтверждения каких-либо операций по вашей карте. Злоумышленники могут представиться сотрудниками пенсионного фонда, банка или даже полиции. Достаточно лишь положить трубку и перезвонить на официальный номер этих служб. Не давайте преступникам обмануть вас. В Таттинском Улусе предприниматель обманул школу. Оперуполномоченным по экономической безопасности установлено, что 2 года назад местный предприниматель обязался провести капитальный ремонт средней школы села Дая-Амга. Он обманул директора о качестве своей работы и тем самым выманил около 1 миллиона рублей у администрации района. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь предпринимателю грозит срок до 6 лет. Такие же мошенники, только масштабнее и, вероятно, культурнее. Следственные органы проводят проверку в Национальном художественном музее Якутии, где сотрудников подозревают в хищении 40 миллионов рублей. По версии следствия, в музее зарплаты и премии выписывались мертвым душам. Директор по финансам, бухгалтер и сотрудник отдела кадров в течение нескольких лет совершали хищения из фонда оплаты труда Национального художественного музея. По словам генерального директора Аси Габышевой, этот факт она выявила в мае 2017 года и сообщила об этом следственным органам. Целый год это шло расследование. И нельзя за счет 3 человек чернить весь коллектив музея. Причем это как бы не основные сотрудники, которые работают с коллекциями, с произведениями, читают беседы, проводят всю ту духовную работу, это бухгалтера. Факт хищения, по словам заместителя министра культуры и духовного развития республики Владислава Левочкина, был выявлен в ходе централизации бухгалтерии. Руководство министерства тоже давало показания следователю в управлении по экономической безопасности, и мы представляли потерпевшую сторону, поскольку пострадал, получается, бюджет нашей республики. По словам генерального директора, похищенные деньги можно было потратить на квартальные и годовые премии сотрудникам. То, что случилось у нас в музее, это какой-то сигнал обществу, потому что как бы идет наступление этой черноты, этого мрака, этого худшего в обществе, и оно посмело, работая здесь, в музее, так поднять руку. «Мертвые души» Гоголя – культурное наследие русской литературы. Однако актуальности оно не теряет и сегодня. Надеемся, что после судебного разбирательства русская классика перестанет, наконец, служить руководством к действию.
Свидание закончилось уголовным делом в столице республики. История начиналась банально для нашего века информационных технологий. Мужчина познакомился с девушкой в социальных сетях, и после цифрового обмена любезностями они решили встретиться в реальности. Прекрасная половина, сломав пару стереотипов, пришла навстречу пьяной. Во время общения она попросила одолжить телефон, чтобы позвонить. Кавалер дал свой смартфон, но женщина неожиданно быстро скрылась, похитив гаджет. Приметы подозреваемой незамедлительно передали наружным службам полиции, и вскоре злоумышленница была задержана. Ею оказалась безработная 28-летняя уроженка Хангаласского района. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж сердцеедки», грозит срок до 4 лет. А в столице республики произошло очередное ДТП, где пострадал ребенок. Девочка переходила дорогу на светофор по пешеходному переходу. 47-летний водитель, управляя автомашиной Toyota Ipsum, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2005 года рождения, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил травму, ушиб левого коленного сустава, назначено амбулаторное лечение. Водитель мусоровоза, который протаранил краном пассажирский автобус, ехал на ремонт. В результате пострадал 20-летний пассажир автобуса, который сидел на заднем сидении. Он получил множественные ушибы. Я ехал с Вилюйского тракта на Пекарский, 101, гараж. То, что у него там был отломлен палец, я должен был в гараж его или там отремонтировать. Смотрел, не видно было, то, что стрела упала. Она где-то здесь сразу как-то пошла, сама производит. Ну и к другим новостям. В республике продолжается сезонная регистрация заболеваемости ОРВ и гриппом. За прошедшую неделю зарегистрировано около 7,5 тысяч случаев подтверждения диагноза. При этом медики констатируют снижение заболеваемости на 4,5% по сравнению с предыдущей неделей. Из числа заболевших ОРВ более 84% приходится на детей до 14 лет. По большей части это дети от 3 до 6 лет, которые посещают дошкольные образовательные учреждения. При этом незначительное превышение эпидпорога все же отмечено в 6 районах республики. На этом все. Берегите себя и, главное, здоровье.